Майкопе, столице Адыгеи, с широтой и размахом начались праздничные мероприятия в честь Дня города. В преддверии 20-й годовщины жителей и гостей Майкопа ждало немало приятных сюрпризов. В праздничном мероприятии приняли участие глава Республики Адыгея Асхан Тхакушинов, руководители органов исполнительной власти республики, многочисленные делегации, субъектов ЮФО и СКФО, а также представители зарубежной адыгской диаспоры. Делегацию Ингушетии, которую возглавили председатель правительства Муса Чилиев и председатель Народного собрания Махмуд Сакалов, на границе встретили первые лица Адыгеи. Гостям оказали радушный прием и в резиденции главы республики, где развернулись настоящие праздничные подворья. На центральной площади Майкопа состоялся второй республиканский фестиваль-конкурс адыгейского сыра, признанного бренда республики. Я благодарен всем землякам, труженикам республики Адыгея за свой такой бескорыстный труд, который они стараются притворить в жизнь. Адыгейский сыр – это бренд республики Адыгея. Сыр, который, наверное, известен во всем мире. Лучшие сыроделы со всех районов Адыгеи представили своеобразные этнические подворья, где гостей не только угощали им знатоки своего дела, демонстрировали мастерство и тонкое изящество. Причем впечатляющие номера разворачивались прямо на глазах у зрителя, представляя способы повседневного употребления адыгейского сыра – вареники, сырный суп, пироги и жареный сыр. У меня представлено 18 наименований моей продукции, которая изготавливается с моими детьми, с моими невестками. Сами занимаемся этим. После торжественной дегустации почетные гости фестиваля определили лучших сыроделов, сумевших сохранить и передать быт и традиции своего народа через призму сырного творчества. 20-летие республики, оно нашу делегацию радует вдвойне, потому что нам скоро предстоит отмечать 20-летие нашей республики. Поэтому нам, во-первых, празднично, во-вторых, все очень интересно. Мы смотрим, как это делают наши соседи, наша братская республика. Поэтому думаю, что это нам, помимо, так сказать, того удовольствия, которое мы получаем от праздника, нам еще и полезно и пригодится все это. А сегодня одно из направлений празднования в республике – это фестиваль сыра. Очень интересная фишка, потому что адыгейский сыр имеет свой бренд. И вот этот бренд представлен с такой яркостью, так интересно, что просто сложно представить какой-то аналог другой, который может соперничать тогда, когда вот туристический кластер Адыгейской республики заработает в полную меру. И тогда вот эти фестивали, они им очень пригодятся. Я думаю, в нашей республике также нужны какие-то такие брендовые направления, наши собственные фишки, которые бы также интересовали туристов. Мы здесь тоже какой-то опыт подчеркнули для себя, как проводить такие мероприятия, что новое для себя. Когда у нас будут проходить в следующем году эти мероприятия юбилейные, 20-летия, когда мы будем отмечать, мы многое тоже для себя подчеркнули, что можно было перенять. Говоря перенять опыт, руководство планирует создать свой бренд Ингушетии на предстоящем праздновании. Премьер заверил, что это будет не просто торговая марка, а национальный дух и стиль народа, который вберет в себя один экземпляр. Нам есть что предложить. У нас очень много направлений, которые мы можем прорабатывать. Я не хотел бы сегодня это озвучивать, потому что есть такие сюрпризные, так сказать, моменты. И я думаю, что мы это вовремя, к тому времени, когда будет принято постановление правительства Российской Федерации. А я в это верю. Я думаю, что к тому времени мы выдадим все наши секреты. Сегодня искренне рады, что наши коллеги приехали сегодня разделить ту радость, которую мы сегодня, вот, то мероприятие, которое мы сегодня отмечаем. И искренне поздравляем с наступающим юбилеем нашу братскую республику, республику Ингушетия. И желаем самое главное, наверное, мира. А к миру, наверное, все приложится, потому что народ трудолюбивый, народ очень духовитый, у народа будущее.
будущее есть. После демонстрации этнических подворий, впитавших культуру народа, в здании Государственной филармонии состоялось торжественное собрание по случаю 20-летия субъекта Российской Федерации. В адрес братского народа прозвучали поздравления и от ингушских делегатов. Завершился праздник концертом мастеров искусств Республики Адыгея. Пресс-служба правительства специально для программы «Вести Ингушетия».